Доброе утро всем зрителям телеканалов НВК Саха-Якутия-24 и слушателям радио ТТИМ. В прямом эфире отчет правительства за 2021 год по блоку развития экономики, куда входят сферы непосредственно экономики, инвестиционной и налоговой политики, строительства, архитектуры и градостроительства, промышленной политики, геологии, недропользования, а также в сфере занятости населения и предоставления государственных и муниципальных услуг. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Кирилл Евгеньевич Бычков, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Добрый день. Также в нашей студии в отдельных помещениях из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, находятся и работают, самое главное, руководители исполнительных органов государственной власти республики. Это Майя Андреевна Данилова, министр экономики Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Павел Павлович Калычанов, министр строительства Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Максим Викторович Терещенко, министр промышленности и геологии республики. Добрый день. Елена Виссарионовна Калашникова, председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Здравствуйте. Ирина Дмитриевна Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Также интерактив нашего сегодняшнего отчета обеспечивают руководители подведомственных подразделений, которые находятся на связи по ВКС. Итак, наши гости готовы ответить на любые ваши вопросы. Специально для этого мы организовали работу колл-центра. Сейчас давайте мы посмотрим, что у нас там происходит. Корреспондент Марфирина Алексеева на связи. Да, Дмитрий, доброе утро. Участники эфира, коллеги, здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. К нам уже поступают звонки, мы принимаем вопросы по номеру 320111, код города 4112. Это многоканальный телефон с 4 станциями, за каждым из которых работают наши специалисты. Мы принимаем вопросы на 2 языках, на русском и на якутском. Наиболее актуальные вопросы будут выведены на прямой эфир. Наши редакторы перезвонят вам, будьте готовы озвучить волнующие вас вопросы. Ну а я буду время от времени включаться в эфир, рассказывать, сколько вопросов поступило и на какую тему. Да, Дмитрий? Спасибо, Марфирина. Напомним нашим зрителям, что вопросы предварительно принимались по телефону и на платформе OneClick Якутия. А сейчас, непосредственно во время эфира, вы можете задавать свои вопросы по телефону 320111. Итак, мы начинаем первую часть отчета правительства Якутии по блоку экономического развития за 2021 год. И в первой части нашего эфира мы расскажем об итогах года по курируемым отраслям первого зампреда правительства Республики Саха-Якутия Кирилла Бычкова. Предлагаю начать первый блок отчета правительства с просмотра видеосюжета, который подготовили наши коллеги с телеканала Якутия-24. Внимание на экран. В 2021 году работа правительства Республики Саха-Якутия в условиях ситуации с пандемией коронавируса была направлена на восстановление экономики, занятости и увеличение доходов населения. По итогам 2021 года базовые секторы экономики республики, формирующие основной источник бюджетных доходов, показали уверенный рост. За счет рекордного увеличения объемов промышленного производства и реализации инвестиционных проектов продолжился рост валового регионального продукта. Доходы государственного бюджета республики за счет роста налоговых и неналоговых поступлений превысил 320 миллиардов рублей, что на 28% выше уровня 2020 года и на 45% выше допандемийного 2019 года. Стабилизирован рынок труда республики. Уровень общей безработицы снижен до 6,9% по сравнению с июлем 2020 года, когда был зафиксирован максимальный уровень 7,7%. Мероприятиями активной политики занятости охвачено свыше 20 тысяч человек. Профессиональное обучение прошли почти 3000 граждан по востребованным профессиям и специальностям: водитель, подземный горнорабочий, слесарь, машинист, оператор котельной, электромонтер, медицинский и социальный уход. 175 безработным гражданам, начавшим предпринимательскую деятельность в 2021 году, оказаны меры государственной поддержки в виде единовременной финансовой помощи в размере 150 тысяч рублей. Существенный вклад в стабилизацию ситуации на рынке труда внес проект «Местные кадры в промышленность», в рамках которого в 43 компаниях, работающих в сфере промышленность, строительство, дорожное хозяйство, энергетика, транспорт, трудоустроено свыше 10 тысяч жителей республики.
а также прошли стажировку свыше 1000 молодых специалистов. Всего в 2021 году трудоустроено свыше 19 тысяч человек, более половины из которых на постоянную работу. Республика – один из российских лидеров по росту промышленного производства. По итогам 2021 года обновлены исторические максимумы добычи полезных ископаемых – угля и серебра в 1,5 раза, газа в 2 раза. В Нерюнгринском районе запущены в работу вторая очередь шахты «Восточная Денисовская». В Тампонском районе завершено строительство Нижданинского ГОК. Благодаря эффективному взаимодействию с федеральным центром успешно реализуются и достигаются целевые задачи национальных проектов, в том числе за счет ежегодного роста объемов финансирования. В 2021 году на реализацию национальных проектов направлено свыше 45 миллиардов рублей, что на 37% выше уровня 2020 года. Ускорились темпы создания социальной инфраструктуры для жизни населения республики. Введено 46 крупных объектов социального значения, в том числе 10 школ, 13 детских садов, 7 объектов культуры, 10 объектов здравоохранения, 5 объектов физической культуры и спорта и 1 объект медико-социальной помощи. К празднованию столетия Якутской АССР введены социально значимые объекты: учебный корпус с интернатом Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского улуса, культурно-спортивный комплекс в поселке Зырянка Верхнеколымского района, спальный корпус на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната, село Сосновка. В Республике Саха-Якутия выполняется самый объемный план по переселению из аварийного жилья среди регионов России. Стоит задача к 2025 году ликвидировать свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. По итогам 2021 года республика выполнила обязательства по опережающему расселению аварийного жилья. Расселено 325 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что в 1,5 раза выше ранее планируемого объема. В рамках программы переселения введены в эксплуатацию 130 многоквартирных домов, расселено 18 тысяч человек. Начато строительство крупных жилых кварталов в городах Якутск и Нерюнгри. На обеспечение инженерной инфраструктуры кварталов привлечены бюджетные кредиты на сумму свыше 4 миллиардов рублей. До 2027 года планируется ввести 500 000 квадратных метров жилья для более 15 тысяч семей. Восстановлены права свыше 500 обманутых дольщиков. 269 обманутых дольщиков получили компенсацию из средств Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. С помощью мер государственной поддержки завершено строительство второй очереди многоквартирного жилого дома застройщика-банкрота ООО «Северная строительная компания». В 2021 году в рамках приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» в 24 муниципальных образованиях благоустроено 30 дворовых территорий и 9 общественных пространств. Среди них благоустройство 2 объектов, ставших победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сквер Юхюен в городе Верхоянске и центральная площадь комплекса Колымское подворье в городе Среднеколымске. В 2021 году газифицировано 475 жилых домов. Также начата работа по устранению многолетней проблемы по обеспечению технической возможности подключения к сетям газораспределения новых объектов капитального строительства в городе Якутске и его пригородах. В 2021 году наблюдался восстановительный рост деловой активности. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 36% и превысил 300 миллиардов рублей. В Республике Саха-Якутия действуют 2 территории опережающего развития – Тор-Якутия и Тор-Южная Якутия. Общее количество резидентов Тор достигло 48. В Тор-Якутии созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов. Продолжена работа по созданию и развитию объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на площадке Капитоновка, Тор-Якутия. Возведены универсальные производственные здания общей площадью свыше 2000 квадратных метров. Благоприятное состояние инвестиционного климата в Республике Саха-Якутия подтверждается закреплением Якутии в первой десятке регионов национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Итак, мы посмотрели видеосюжет, и прежде чем мы начнем нашу работу, я бы хотел, чтобы наши коллеги показали все-таки вот ту интерактивную нашу среду. По ВКС у нас включены руководители подразделений, которые входят в блок под руководством первого зампреда председателя правительства республики Кирилла Евгеньевича Бычкова. Но мы посмотрели видеосюжет и видим, что наши коллеги отметили рост темпов экономики, увеличение объемов строительства, реализации национальных проектов. Что же позволило достичь таких результатов? На что главным образом были направлены усилия правительства? Дмитрий, ну да, спасибо, что отметили действительно прошлый год, несмотря на то, что
Это был второй год пандемии. К нему еще добавились и природные катаклизмы. Это пожары, которые, к сожалению, нашу республику в этом году, в прошлом году постигли. И с ними приходилось очень много усилий на борьбу направлять. Несмотря на это, мы действительно в прошлом году выдержали темпы развития. По многим показателям мы вернулись на допандемийный уровень, например, по показателю общей безработицы, что очень важно было, потому что, конечно, пандемия оказала в 2020 году на отрасль труда очень негативное воздействие, и в 2021 году это воздействие удалось нивелировать, и на самом деле мы нацелены на то, чтобы темпы общей безработицы в этом году еще гораздо больше снизить. Безусловно, это промышленный рост. Промышленный рост отражается на нашем населении в росте налогов, соответственно, возможности строительства социальной инфраструктуры и в целом развития республики. В этой части мы заняли 5-е место в Российской Федерации по промышленному росту, 116%. Это достаточно серьезный тоже для нас такой барьер, это хорошее достижение. И на самом деле это долгосрочный такой показатель, который на долгие годы вперед. Мы, конечно, надеемся, что этот темп будет сохраняться. В этом случае наша экономика, наша промышленность будет расти, и, соответственно, наша социальная сфера, она также получит больше возможностей для реализации. Ну и, конечно, как вы правильно отметили, это строительство. Строительство является на сегодняшний день одним из таких фундаментальных наших фокусов внимания, потому что большое количество жилья востребовано на рынке. У нас хорошая демографическая ситуация, у нас население прирастает, и, конечно, семьи растут, и это очень отрадно видеть. И, конечно, в этой части мы обязаны проявлять все возможности, реализовывать все возможности для того, чтобы наша жилищная политика позволяла строить и достаточное количество жилья представлять на рынок. Поэтому в целом я могу сказать, что все наши задачи по 2021 году выполнены. Отдельно хочу сказать, что ежегодно глава республики Александр Сергеевич Николаев ставит персональные поручения. Это тоже очень такой важный момент. Поручения непростые, но которые напрямую влияют на качество жизни. И можем сказать, что за 2021 год оно, безусловно, выросло. Спасибо. Следующий вопрос министра экономики республики Майе Андреевне Даниловой. У нас действительно отмечаются впечатляющие результаты в темпе развития республики. Вместе с тем, города и районы, они развиваются неравномерно. У каждого свой потенциал и возможности. Какие механизмы государственной политики применяются и будут применяться для выравнивания темпов развития отдельных территорий? Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы развивался каждый населенный пункт, действуют государственные программы, национальные проекты, которые доступны и маленькому селу, и большому городу. В прошлом году были приняты указы о комплексном социально-экономическом развитии города Якутска, нашей столицы. Подобный указ был принят и по развитию Нерюнгринского района, это наш южный форпост. И вот эти населенные пункты являются точками экономического роста, да, и они должны развиваться таким образом, чтобы в них создавались комфортные условия для жизни, и они позволяли более эффективно создавать условия также и для развития всей республики. То, что касается арктических улусов, тоже у нас действует государственная программа развития арктических улусов и отдельный указ главы республики. В прошлом году тоже добились того, что в госпрограмме развития Дальнего Востока выделили федеральные ресурсы на то, чтобы на строительство торгово-логистических центров, да, которые позволили бы сократить и снизить, сдерживать рост цен на продовольствие в арктической зоне. В сельскохозяйственных улусах тоже действует весь спектр национальных проектов. Это и строительство автодорог, это и коммунальная инфраструктура.
Важным, конечно, здесь является реализация государственной программы комплексного развития сельских территорий. И в отношении вот сельских территорий мы сейчас разрабатываем новый инструмент развития. На федеральном уровне есть ТОРы, и аналогично ТОРам здесь в республике могут быть созданы наши региональные территории с особым регулированием, в которых можно было бы при помощи, допустим, поддержки отдельных инновационных проектов добиваться того, чтобы поселения выходили на самодостаточный уровень развития. Вот такие задачи в территориальном развитии перед нами стоят. Спасибо. Спасибо, Майя Андреевна. И следующий вопрос я адресую Павлу Павловичу Колычанову, министру строительства Республики Саха-Якутия. Подводя итоги 2021 года и учитывая всю серьезность задач, поставленных перед строительной отраслью, которая ведущая у нас, как вы лично оцениваете результаты года? Все ли получилось, что хотелось реализовать, Павел Павлович? У нас в рамках национальных проектов было установлено два показателя. Это ввод жилья, да, мы с ним справились, перевыполнили план на 8 тысяч квадратных метров, на 9% больше ввели, чем в 2020 году. По строительству социальных объектов у нас было введено, как было отмечено ранее, 46 объектов. В соответствии с заключенным соглашением с федеральным органом исполнительной власти все объекты введены планово в срок. Самое главное, мы смогли переломить тенденцию по снижению строительства жилья. На сегодняшний день задача стоит в текущем году вести не менее, чем в прошлом году. Мы активно работали по решению проблем обманутых дольщиков. Количество проблемных объектов сократилось более чем в 2 раза. Более 500 граждан у нас восстановили свои права, и на сегодняшний день эта работа у нас будет продолжаться, и мы считаем, что в ближайшие годы мы этот вопрос полностью закроем. В целом, отмечу то, что у нас на сегодняшний день, по итогам прошлого года, сделан большой задел. Мы по программе переселения 215 тысяч квадратных метров в течение 2021 года ликвидировали, 82 объекта построили и практически 12 тысяч человек переселили из ветхого аварийного жилья. Нарастающим итогом эта цифра у нас составляет более 18 тысяч человек. Хочу отметить то, что и в текущем году у нас задачи по вводу жилья и по программе переселения, и по строительству социальных объектов, они у нас увеличиваются, и прошлый год он как раз был заделан для того, чтобы с этими задачами справиться. Спасибо. Спасибо, Павел Павлович. И следующее включение у нас Максим Викторович Терещенко, министр промышленности и геологии республики. В вашей отрасли какие значимые события вы хотели бы выделить по итогам прошедшего года? Спасибо. Можно многие предприятия привести в пример и, конечно же, отметить события. Начну с первого. Создан региональный фонд развития промышленности для поддержки нашего местного производства. Например, введены такие значимые объекты, как шахта Восточная Денисовская компания «Колмар» и ГОК Нежданинский в Тампонском районе компании «Полиметалл». Отмечу такие значимые моменты, например, создание собственного республиканского наше предприятие создало производство жидкого медицинского кислорода, что очень важно в условиях пандемии. Не могу не отметить развитие и значимое увеличение пропускной способности железной дороги на Ильгинском месторождении, развитие золотодобывающего кластера Нордголд, модернизацию производства Полюсалдан. И таких примеров можно проводить множество, например, в газификации. В газификации начата в республике реализовывается программа, которую поручение дал лично президент Российской Федерации, социальной газификации. Федеральный бюджет выделил 2,8 миллиарда рублей на строительство магистрального газопровода Кысылсыр 84 километр. И так далее, и так далее. Поэтому все, что интересно, если будут поступать вопросы от граждан, готов ответить. Спасибо. Спасибо, Максим Викторович. И следующий наш спикер Елена Виссарионовна Калашникова, председатель Государственного комитета республики по занятости населения. Елена Виссарионовна, 2020 год у нас был сильно подвергнут, скажем так, влиянию пандемии. По результатам 2021 года какие изменения наметились? Да, действительно, 2020 год у нас сильно изменилась ситуация на рынке труда в связи с пандемией.
Задача, которая перед нами стояла в 2021 году, это полностью восстановить численность занятых в экономике и полностью до пандемийного уровня снизить уровень общей безработицы. С поставленными задачами мы справились. Численность зарегистрированных безработных граждан у нас снизилась в 3,6 раза. Было трудоустроено более 20 тысяч граждан, жителей нашей республики. Из них более половины на постоянные рабочие места. 2800 жителей нашей республики смогли получить дополнительное профессиональное образование в цели гарантированного трудоустройства по востребованным на рынке труда профессиям. Темпы в этом году мы планируем не снижать, а только наращивать. Мероприятиями активной политики занятости планируем охватить 12 тысяч граждан. И не менее 2500 граждан должны получить дополнительные компетенции для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда республики. Спасибо большое. И следующее наше включение – это Ирина Дмитриевна Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Ирина Дмитриевна, по реализации проекта «Комфортная городская среда» за 2021 год какие итоги наметились? Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды сегодня все больше появляется благоустроенных, современных, комфортных общественных пространств и дворовых территорий в городах и селах республики. Благодаря этому проекту очень большое количество людей вовлекается в процессы формирования городской среды. И те объекты, которые мы вводим, они становятся такими точками притяжения, которые, безусловно, меняют жизнь людей к лучшему. Кроме вопросов благоустройства, комфортная городская среда, конечно же, предусматривает сегодня улучшение архитектурно-градостроительного облика объектов. Мы очень плотно в 2021 году работаем с нашим Министерством строительства в части подходов в изменении архитектурно-строительного проектирования. Так, например, объекты, которые ввелись в этом году, они уже совершенно другого, иного качества архитектурного облика, например, школа в Актемцах или Малая академия наук и другие объекты, жилые дома, которые возводятся в республике, они, конечно, сегодня уже выходят на другой уровень. И третье направление, которое включает городская среда, это комплексность развития территорий. И в 2021 году мы впервые в России разработали 3 мастер-плана для арктических поселений. Мы стартовали сегодня с разработкой мастер-плана столицы Республики Саха-Якутия, города Якутска. И вот те задачи, которые стоят в разрезе комплексного развития территорий, благодаря поддержке главы республики, благодаря нашей совместной работе, сегодня, конечно, рассматриваются со всех ракурсов. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Вот такие вот спикеры серьезные у нас в серьезном очень блоке правительства, который возглавляет первый заместитель председателя правительства Кирилл Евгеньевич Бычков. И мы напоминаем, что зрители телеканалов НВК Саха, Якутия-24, слушатели радио Т-Тим могут задавать свои вопросы по телефону 3201 11. Для этого у нас работает колл-центр, и у нас первое прямое включение с нашего колл-центра. Марферина? Вопросы поступают со всех концов нашей республики. Качественное обеспечение повседневной жизни и экономическая активность – это та сфера, которая затрагивает и беспокоит каждого из нас. К этому часу поступило 30 вопросов примерно по содержанию. Вопросы можно определить, что якутян больше всего волнует жилищно-коммунальное хозяйство, газификация и переселение из аварийного жилья. Дмитрий? Спасибо, Марферина. И еще раз, городской номер 320111, и мы готовы принять первый наш вопрос по телефону. Внимание, вы в эфире, говорите. Алло. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич. Я хотел бы задать вопрос. Да, говорите, вы в эфире. Растущие потребности якутян в жилье. То есть, не секрет, что из-за высокого спроса цены на квартиры довольно существенно поднялись. Да, дальше. Да. Еще раз, можете нормально сформулировать вопрос? Перебои со связью, и мы прослушали часть вашего вопроса. Мы услышали только... Да, конечно.
Готова ли республика удовлетворить потребности якутян в жилье? Вот на фоне того, что цены на жилье и на квартиры довольно серьезно подорожали. Спасибо за вопрос. Давайте начнем. Спасибо. Вопрос абсолютно понятный, актуальный. Наверное, может быть, один из самых актуальных вопросов. Вот как мы уже с вами обсудили в начале нашего эфира, что для якутян сейчас количество жилья, которое на рынок представлено, которое доступно, это, наверное, один из самых важных сейчас факторов развития экономики. Ведь мы знаем, что крупные ипотечные программы, такие как дальневосточная ипотека, семейная ипотека, вот эти льготные ипотечные продукты, они еще больше подхлестнули и интерес жителей, и возможность, самое главное, жителей купить новое жилье. Поэтому, безусловно, рост цен был вызван ростом спроса на квартиры, на жилье. Безусловно, для правительства сейчас есть и остается одной из самых основных задач – это быстро предоставить жилье, быстро удовлетворить этот спрос растущий и, конечно же, снизить цену квадратного метра. Ведь чем больше мы увидим строящегося жилья, тем, естественно, по закону рынка стоимость квадратного метра будет меньше и жилье будет доступнее. Но на сегодняшний момент эта задача уже активно выполняется. Вот вы услышали, что в прошлом году мы перевыполнили наш план по вводу жилья. В этом году задача также стоит достаточно амбициозная, но самое главное, что в рамках национального проекта «Жилье и комфортная городская среда» мы, начиная с 2024 года, должны будем вводить уже более 800 тысяч квадратных метров в год. То есть мы практически приближаемся к показателю 1 квадратный метр на жителя республики. То есть это наша, конечно, безусловная цель. И я хочу сказать, что в этом случае, если мы к этой цели приблизимся и выполним вот этот вот такой амбициозный план, безусловно, цена квадратного метра будет уменьшаться, потому что предложение будет больше. Какими целями, практическими шагами мы достигаем этой задачи? Во-первых, мы, конечно, включаемся во все федеральные программы, которые на сегодняшний момент поддерживают жилищное строительство. Одной из основных программ является комплексное развитие территорий, так называемый КРТ, который был введен еще в конце 2020 года. В 2021 году вся нормативная база была сформирована, в том числе и в республике. Хочу отметить, что республика одной из первых сформировала свою нормативную базу и приступила к развитию городского планирования и жилищного строительства в рамках КРТ. Практическими шагами явилось то, что мы начали застройку квартала «Звездный» в городе Якутске, а ведь город Якутск у нас самый высокий спрос на жилье сегодня показывает, поэтому, конечно, мы прежде всего должны удовлетворить там, где очень активно пользуются спросом на квартиры. И квартал «Звездный» будет строить более 250 000 квадратных метров. Конечно, не за один год, но в этом году уже первые 7 домов к концу года будут сданы. В рамках этого проекта это очень такой действительно, во-первых, современного уровня, там современный городской облик. Территория сформирована таким образом, чтобы были все социальные объекты, чтобы была возможность трудоустройства, чтобы были хорошая транспортная доступность, безусловно, новые коммуникации. И, кстати, по инфраструктурному развитию, по подключениям коммуникаций мы взяли инфраструктурный бюджетный кредит у федерального центра на данный проект более 2 миллиардов рублей. И это позволит построить не только сети к данному проекту, но это и увеличит градпотенциал в целом прилегающих территорий до 500 000 квадратных метров. Поэтому такими путями мы практически реализуем свою цель. Проект реализуется республиканским ипотечным агентством. И, конечно, еще раз повторю, все существующие на сегодняшний день ипотечные продукты представлены и также доступны жителям в рамках этого проекта. Ну и, конечно, многие другие проекты, которые мы сейчас активно поддерживаем, и застройщики, которые выходят все более активно, все более крупными проектами, безусловно, даст нам снижение цены на квадратный метр.
Спасибо. Спасибо за очень подробный и развернутый ответ. Отлично. Давайте продолжать в таком же духе. И мы готовы ответить на следующий вопрос, который подготовили наши коллеги в колл-центре. Говорите в эфире. Алло. Атом Анна ден намолугуттан предприниматель болауын. Мен ыйтым маннык. Быйыл налог төлөргө тух ыңгыбары ден хэп. Хавиппыт өссө дөбүтеликте ал курдук былырын боллагана иноваттан көспүттерге усын ставкатыгар бәкке бирһенин күчөпүттара. Онтон быйыл оннук бар боларду. Хэп мактал и ты не... Давайте я переведу вопрос. В прошлом году были очень серьезные меры поддержки, связанные с ковидом для предпринимателей. К примеру, те, которые перешли на ИНВД, тем была снижена ставка УСН. Нынче как эти меры поддержки получат развитие? Такой вопрос. Очень актуальный вопрос. Действительно, во-первых, мы хотим сказать, что ежегодно численность занятых в предпринимательстве людей растет. И, конечно, наша налоговая политика, наши, с одной стороны, меры поддержки, а с другой стороны и наши доходные программы, они должны быть сформированы, чтобы этот рост сделать балансированным и поддерживать и предпринимателя, и жителей республики, то есть создать такой баланс интересов. Я бы хотел попросить Майю Андреевну Данилову, министра экономики, ответить более подробно в цифрах на этот вопрос, а также дать краткий анализ, как это происходит на практике. Майя Андреевна. Быйыл урбаниктарга налог төлөбүргер маннык өңө көрүлүннө. Басатан туран ковидтан эмсәгәләбит салаларга үлелер урбаниктарга УСН ставкалары кычтылымыттара. Доход минус расход ден ставка үлелер урбаниктарга. Онтан сәтте биргәнгә дылынамтата. Антон Кораттарга, Джекускайга, Нерунгрига, Мирнайга, Алданга, Ленскайга, үлелер урбаниктарга доходы ден УСН ставката без бирген болла. Оттон атын улустарга бәйтенен халбыта төт биргененен Арктикага 2 биргененен. Обработка салаларга үлелер урбаниктарга УСН ставката быйылгыттан самай кыра намгах тахмынан бигиркителебите 1 бирген болла. Оттон ИНВД-тан көспүттер урбаниктарга быйыл эме УСН ставкалара самай намгах тахмынан бигиркителебинтере УСН доходы минус расходы ставката 5 бирген, оттон доходы 1 бирген. Кавиппыт билигин улаттагына холобор араз бабуллар ин алакка кирдахтерине правительство өттүттен көмө көрүлүөгө налог өттүттен болбакка холобор быгачы субсидиян болон сөп имущественный арендный платага эме көмө болон сөп. Антон дойду президента этерин курдук локдаун ин билигин булаңга сох. Onun барыта үчүгей сайдылах болу ден әренебет. Махтал, спасибо, Майя Андреевна, за дополнение к основному ответу. И мы продолжаем работать с нашим колл-центром, который готовит вопросы от жителей республики, связанных с блоком развития экономики. Следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Нина Николаевна Петрова с Медино-Кангаласского района. У меня вопрос. Текущий 22 год глава республики объявил годом матери. Скажите, пожалуйста, почему до сих пор не решен вопрос по ликвидации очереди для обеспечения жильем семей, имеющих 5 и более детей? Спасибо. Спасибо. Понятный вопрос. Спасибо. Не просто понятный вопрос. Это один из, наверное, акцентов нашей деятельности на 22 год. Хочу сказать, что на этот год предусмотрено достаточно большое финансирование в республике именно на эту проблематику. Это, я бы даже не сказал, проблематика, это та статья, которую мы обязаны финансировать и оказывать поддержку населению, потому что прежде всего мы стимулируем рост нашего населения, развитие семей, развитие улучшения жилищных условий, наполнение бюджета семей. Поэтому здесь, конечно, этот аспект, он свою актуальность обретает, и неспроста. Действительно, в год матери у нас определенные будут введены мероприятия, которые именно
в этом году усиленно будут поддерживать. Но я думаю, что с этого года эта работа, этим годом не будет она, безусловно, завершена. Мы каждый год наращиваем возможности социальной поддержки таких семей. Но я бы хотел, чтобы мой ответ дополнил Павел Павлович Калычанов, министр строительства республики. Это ведомство, оно, как говорится, вот в авангарде находится всех этих принятий решений и реализации этих важных программ. Павел Павлович, дополнение ваше. Государственная поддержка в части обеспечения жильем льготных категорий граждан всегда находилась в приоритете работы нашего министерства. В прошлом году для семей, имеющих 5 и более детей, было предусмотрено 200 миллионов рублей. 56 семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. В текущем году, с учетом Года матери, в рамках послания главы Республики Саха-Якутия, да, мы будем вместе с нашими коллегами разрабатывать программу по ликвидации этой очереди. И на начальном этапе вот сумма 200 миллионов рублей, она также будет предусмотрена в бюджете для того, чтобы это мероприятие у нас дальше продолжалось. Спасибо, Павел Павлович. Мы продолжаем принимать ваши звонки, дорогие жители республики, по телефону 320111. Работает колл-центр. И следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут Алексеев Николай Михайлович, города Покровска. Вопрос следующего характера. Какую финансовую поддержку для открытия собственного бизнеса может оказать Центр занятости населения? И второй вопрос. Возможно ли бесплатное обучение или курсы с последующим трудоустройством? Спасибо. Спасибо, вопрос понятен. Я его сразу адресую руководителю Государственного комитета занятости населения Елене Виссарионовне Калашниковой. Пожалуйста. Елена Виссарионовна. Да, спасибо за вопрос. Действительно, Государственная служба занятости поддерживает предпринимательские инициативы наших безработных и незанятых граждан. Мы оказываем меры государственной поддержки в виде единовременной финансовой помощи в 150 тысяч рублей. В прошлом году, в 2021 году, 175 безработных и незанятых граждан открыли собственное дело. Вам необходимо обратиться в Центр занятости по месту жительства. Специалисты службы занятости помогут вам в составлении бизнес-плана, окажут вам консультации по открытию собственного дела. При необходимости вы можете быть направлены на курсы для изучения основ предпринимательской деятельности, для того, чтобы эта деятельность была успешной. Спасибо, спасибо. Мы продолжаем принимать ваши вопросы и подготовили уже следующий вопрос. У нас телефонная линия просто раскалена сегодня. Говорите, вы в эфире. Ага, здравствуйте еще раз. Меня зовут Андреева Маргарита Николаевна, город Якутск. Да? И у меня вот такой вопрос. Какая работа ведется по повышению архитектурно-градостроительного потенциала республики? И почему нет единого стиля, концепции внешнего облика республики? Спасибо за вопрос. Ну, я знаю, кто с удовольствием на него ответит. Ирина Дмитриевна Алексеева, человек, который отвечает за особый архитектурный стиль в республике, являясь главным архитектором республики. И, более того, она является таким идеологом многих программ, которые мы сегодня видим и на самом деле очень уже ярко бросаются в глаза, поскольку это фасад нашего города, это то, с чем жители, то, на что жители смотрят каждый день. Ирина Дмитриевна. Спасибо большое за вопрос. Конечно же, вопросы архитектурного стиля, улучшения внешнего облика сегодня очень актуальны, и мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы до жителей городов и сел, до руководителей администраций, до властей довести понимание важности этого вопроса. Так, например, мы впервые в России, можно сказать, разработали первый дизайн-код сельского поселения. И сегодня село Бердигистях, как столица горного улуса, уже показывает прекрасные практики по улучшению архитектурного облика и подхода к формированию какого-то единого стиля. 2021 год стал у нас знаковым именно в этой сфере, потому что благодаря поручению главы республики о создании Центра компетенции по вопросам городской среды сегодня создан орган, который направлен на оказание методологической помощи муниципальным образованиям, жителям республики. И любой житель республики, который
готов инициировать сегодня какие-то разные проекты, может обратиться в Центр компетенции, мы поможем, проконсультируем, покажем те направления, которые сегодня являются трендами в развитии архитектурно-градостроительного облика поселений. И уже есть очень хорошие практики, так, например, дизайн-коды разработаны для города Нерюнгли, для поселка Айхал, для сел и городов республики. Благодаря вот разработке таких проектов сегодня администрация получает возможность регулировать эти вопросы в части определения регламентов, определения, например, таких узких вопросов, как места размещения информационных рекламных вывесок. Если вы задаете такой вопрос, то наверняка вы в курсе, что и для города Якутска, для столицы республики, конечно же, был разработан дизайн-код, в первую очередь проспекта Ленина. И сегодня в рамках реконструкции этого главного проспекта в городе Якутске активная работа ведется окружной администрацией в части реализации дизайн-кода и в части улучшения внешнего облика города. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Готов подписаться буквально под каждым словом, как человек в какой-то мере причастный. Да? Мы просим следующий вопрос нашего колл-центра. Говорите, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте, я Евдокимова Елена Александровна, жительница села Пригородный. Мой вопрос. Когда в селе Пригородный и Покровский тракт устранят дефицит давления пропускной способности? И когда у людей появится возможность подключить свои дома к газу? Вот уже 8 лет наше село испытывает дефицит давления. Нам известно, что наше село поставили в план на устранение дефицита газа на 2024 год, 2025. Учитывая, что по указу президента России Путина в каждом доме должен быть газ, просим вас решить вопрос по проведению газа в текущем 2022 году и не двигать нас далее, не ставить в план на 2024-2025, потому что мы уже 8 лет живем без газа, топим котлы дровами, углем. У нас у всех маленькие дети, пенсионеры, ветераны. Мы очень надеемся, что вы решите в 2022 году, и мы подключим свои дома к газу. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, действительно, вы отметили, что это программа газификации, которая сейчас реализуется во всей стране. Это президентская программа. И в исполнение поручения Владимира Владимировича Путина в прошлом году был создан у нас штаб по газификации. И в этом году стоит очень амбициозная задача газифицировать более 670 домовладений. И на это выделяются очень большие средства, как наши республиканские, это более 700 миллионов рублей, так и федеральные средства. Но самое главное, что сегодня взят курс на то, чтобы, вот как вы выразились, двигать можно только влево, то есть на более ранние периоды. Мы стремимся в этом году те застарелые вопросы, которые много лет волнуют наших жителей в плане газификации, многие из них решить. Я думаю, наверное, Максим Викторович Терещенко, министр промышленности и геологии, добавит по конкретным локациям. Но в целом могу сказать, что в 2022 году эта программа самые, наверное, масштабные темпы и обороты примет. Максим Викторович, прошу. Да, конечно. И спасибо, что и на конкретное направление вы сделали акцент. Отмечу, что в прошлом году проводили совещание. Глава республики Арсений Сергеевич Николаев значимый акцент сделал на это направление, поэтому и выделены такие существенные средства. И думаю, они продолжат выделяться. Выезжал в прошлом году на многие объекты. Один из них, вот, например, в Мархе строили газопровод, и вот по Якутску более 130 домов получили газ, были газопроводы, воды подведены. А если говорить конкретно по Пригородному, в 2022 году уже сейчас идут подготовительные мероприятия, несмотря на погодные условия, и более 60 домов будут подключены к газу. Поэтому здесь прошу плотно работать с нашим оператором региональным, Сахатранснефтегаз. Но этот вопрос у нас на контроле, тоже буду выезжать. Надеюсь, ускоренными темпами обеспечим подключение как можно больше домов. Спасибо, Максим Викторович. Мы напоминаем телефон горячей линии, который принимает ваши звонки, дорогие якутяне. Это 32 01 11, код города 41 12.
И следующий вопрос мы готовы принять и ответить, самое главное, на этот вопрос. Говорите, вы в эфире. Говорите. Алло. Алло. Говорите, вы в эфире. Алло. Да, вас слышно. Говорите, вы в эфире. Здорово, Мен Клавдия Ивановна, конечно, как бы я кускать мен бапуром ден беринге мен я кускать Клавдия Ивановна, конечно, как бы ден мен бапуром маннык беринге отут сетте дроп один аварийный ден ağılдан тура, но сноска барарын кахан бил яхмытын наха багарабыт. Оба просто багасы тепет яхтта. Ну, Беринга 37/1. Я понял, я понял, слышал. Я бы попросил министра строительства на этот вопрос ответить, если есть у него сейчас информация на эту тему. Павел Павлович Калычанов. Павел Павлович. Добрый день. Сегодня в своем докладе в информации Кирилл Евгеньевич Бычков отметил то, что у нас запустился квартал «Звездный», да, 7 многоквартирных домов мы должны ввести в текущем году. Из них значительная часть жилых помещений в этом квартале как раз синхронизирована с программой переселения граждан с аварийного жилья. Насколько я понимаю, у нас вот дома, которые по Беринга, да, и значительная часть домов, которые включены в программу переселения граждан с аварийного жилья по городу Якутску, они как раз планируются к переселению именно на территорию квартала «Звездный». Именно конкретно по вашему адресу мы уточним, и я думаю, ответ дадим вам прямо по телефону, буквально после эфира. Спасибо, Павел Павлович. И мы еще раз напоминаем, ваши звонки, дорогие якутяне, принимаются по телефону 320111. Следующий вопрос, который подготовили специалисты колл-центра. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, слышно? Да, слышно, очень хорошо слышно. Говорите. Ага. Хотел бы вопрос задать насчет Нежданинского месторождения, это в Тампонском районе. Она будет разрабатываться или нет, или в будущем, или как она... Все понятно. Судьба Нежданинского месторождения интересует. Да. Или вы готовы продолжить? Да. Вопрос понятен. На самом деле очень хорошо, что жителей волнует промышленное развитие. И это очень действительно важно, потому что многие понимают, что оно дает толчок для развития, собственно, как минимум района. Ну и, собственно, такие проекты, как Нежданинское месторождение, безусловно, они крупные и в масштабах республики. В прошлом году был новый этап в развитии этого месторождения. Я бы попросил министра промышленности и геологии Максима Викторовича Терещенко проинформировать о тех показателях, тех планах, которые сейчас есть по данному объекту. Максим Викторович. Это месторождение действительно очень значимое для республики. Как раз недавно вместе с главой Якутии выезжали туда, и многие старожилы отмечали, что давно ожидали, когда же оно получит столь значимое развитие. Как итог, введен очередной объект, это обогатительная фабрика, буквально в ноябре произошло. Что за этим? За этим более 5 тонн золота будем ожидать по году на этом месторождении. Это более 8 миллиардов рублей инвестиций. Ну и жители всегда спрашивают, а что нам? Хотел бы отметить, это более 1000 рабочих мест, и компания значимое внимание уделяет приему именно местных жителей республики, их подготовку. Над этим работает и Государственный комитет занятости, и проект «На вахту-14», местные власти. Поэтому, думаю, все получится, и будем получать очередные значимые показатели в этом направлении. Спасибо, Максим Викторович. И мы готовы обработать, ответить на следующий вопрос, который задают наши зрители. Говорите, вы в эфире. Алло, Здорово. Мен Халастан Александр Борисовтен тиндим. Мене мега астагым бу прогынан ыйтала. Так, боско социальный газ, колботогун программатга хайдах келебини. Ага. Жители Мегино-Кангаласского улуса интересует, как попасть в программу социальной газификации, которая разворачивается в республике.
Ну, частично мы этот вопрос уже затронули. Отдельно хочу сказать, что у нас для тех районов, которые являются газифицированными, это 12 районов в республике, действует программа догазификации, то есть это подведение газа до тех домовладений, которые могут быть газифицированы в короткие сроки и использовать те мощности газотранспортной системы, которые сегодня есть. И, конечно, доведение газа до таких домов является одной из таких ключевых задач, поскольку это действительно снимает очень много неудобства жителей, и поэтому так и называется программа догазификации. Вот если у Максима Викторовича Терещенко есть что добавить на эту тему, я хочу сказать, что Министерство промышленности и геологии является ответственным министерством за программу газификации в целом и догазификации в частности. И наш республиканский оператор Сахатранснефтегаз является нашим региональным оператором. Он прекрасно известен всем нашим жителям, поскольку все, что связано с газом, естественно, оперируется этой организацией. Максим Викторович. Есть несколько вариантов, как вы можете поступить. Это первое, ознакомиться с планом газификации на сайте Сахатранснефтегаз, либо Министерства промышленности и геологии. Возможности сдать документы мы расширяем. Вот буквально на днях проходил федеральный штаб. Мы входим в показатели, где такое количество пунктов наиболее возможно для наших граждан, чтобы всем было удобно. И здесь можно сделать через сайт, записаться через многофункциональные центры, через подразделение Сахатранснефтегаз в Улусах. Что необходимо? Первое, ситуационный план. Это вам можно обратиться в местный муниципалитет, и вам обязательно помогут. Второе, и, наверное, самое важное, это документы, подтверждающие право собственности на ваш земельный участок и на домовладение. Здесь очень часто пытаются, участок есть, дом еще не построен. Еще раз обращу внимание, дом должен быть построен, соответственно, должны быть соответствующие документы. И с паспортом ИНН и СНИЛС все эти документы подгружаете, либо приходите в те пункты, о которых я сказал, и должно все получиться. Спасибо. Спасибо, Максим Викторович. Мы продолжаем работу с нашим колл-центром. Наш интерактив обеспечивает специалисты колл-центра. И следующий вопрос, который подготовлен ими. Говорите. Меня интересует такой вопрос. Все говорят, что в ТОР много льгот. А может ли малый бизнес войти в ТОР? И какие льготы предусмотрены для них? Спасибо за вопрос очень практический, предметный. Спасибо, что интересуетесь. Майя Андреевна Данилова, министр экономики, попросил бы ответить. Добрый день еще раз. ТОР Якутия – это одна из уникальных ТОР на Дальнем Востоке, которая ориентирована на малый и средний бизнес. Конечно же, можно вступить и стать резидентом ТОР. У нас 30 резидентов, из них 25 являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Для них действуют все те же льготы, что и для других резидентов ТОР. И вот в прошлом году, что было сделано дополнительно, были построены производственные здания, и в них сейчас вот есть 17 боксов, которые свободны. Они квадратурой до 175 квадратных метров. Можно развивать производство. Пожалуйста, приходите по льготной ставке, арендуйте эти производственные помещения. Для того, чтобы стать резидентом ТОР, нужно подать заявку на сайте КРДВ. Можно обратиться в центре «Мой бизнес», можно обратиться в агентство привлечения инвестиций. Спасибо. Спасибо, Майя Андреевна. Я напомню, что огромное количество звонков, обращений поступает в наш колл-центр. Я, наверное, могу гарантировать от вашего имени то, что ни одно обращение не останется без ответа. То есть даже если прозвучит или не прозвучит в эфире, обращение будет принято и рассмотрено специалистами соответствующих ведомств. Так ли это? Да, уважаемые друзья, хочу отметить, что действительно эфир временем эфирным не заканчивается. Те вопросы, которые от вас поступили, в любом случае, они будут отфиксированы работниками колл-центра. Ну и, конечно, они в кратчайшие сроки, сразу после эфира, будут отвечены всем заинтересованным гражданам. Спасибо. Мы продолжаем работу. Следующий вопрос от жителей республики. Говорите, вы в эфире. Качеството мөлтөх болан сылынақсын ихер убут бопороға сетитіп тұрар. Бұл бопороға бұхарарға тоқ үлі барығай. Бағы боларын. Сөйт мақтал.
В Чурапчинском улусе интересуются жители качеством питьевой воды. Это у них очень острый вопрос. И какие меры будут приниматься в текущем году? Ну, могу сказать, что вообще программа поиска воды, программа развития инфраструктуры водоснабжения – это одна из тоже ключевых задач. И в 2022 году мы эту программу увеличили. Многие очень жители, особенно вот наших заречных улусов, они эту проблематику обозначают часто. И несмотря на то, что развитие в этом плане идет, конечно, потребности и пожелания у жителей сохраняются. Этим у нас также занимается Министерство промышленности и геологии. В наших бюджетных процессах мы с коллегами на этот год запланировали достаточно серьезные инвестиции в этот сектор. Хотел бы попросить Максима Викторовича немножко добавить по планам развития водоснабжения и, собственно говоря, вот скважинного фонда. Действительно, работы очень серьезные. Я в целом хотел бы отметить, что потребность по нашим муниципальным образованиям для того, чтобы к людям пришла чистая вода, превышает 600 миллионов рублей. Вы понимаете, это серьезные вложения, это должны пройти геолого-разведочные партии, но правительство, глава республики значимое внимание направлению выделяет. Вот в прошлом году открыто несколько месторождений, но сейчас спрашивают о планах. По Чурапчинскому улусу обязательно посмотрим, хотя и в прошлые периоды там эти работы проводились. Сейчас смотрим, например, такие направления: Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйский. Кстати, здесь привлекаем средства федерального бюджета. Смотрим по Алданскому району, там тоже жителям проблемы известны. Я думаю, все предложения, которые есть, прошу направлять в адрес Министерства промышленности и геологии, они не останутся без внимания, без ответа. Спасибо, Максим Викторович. Мы готовы принять и обработать следующий вопрос. Говорите в эфире. Здравствуйте. Мен балана бу обманутой дольщица покальвица 18 ребят. Бихе жебитигер выплата беренерелерди, оны бихе выплаталых потом барбаппат, бихе жебит почти уже тутулан выпите, он того бихе выплата беренерелер, бихе квартираналых потом барбаппат. Ага. Кальвица 18 адрес желает получить квартирами, а не выплатами. Вот как быть в этой ситуации? Ну, хочу сказать, что в целом вообще программа работы с обманутыми дольщиками у нас за последние несколько лет не просто активизировалась, она у нас достигла, я считаю, небывалых показателей. Отмечу отдельно здесь, конечно, федеральную финансовую поддержку, но особым таким двигателем реализации и высоких показателей в этой системе, естественно, является персональное внимание главы нашей республики. Арсений Сергеевич еженедельно слушает наши доклады, поправляет, корректирует, ставит задачи в этой части. И в прошлом году, в 2021 году, нам удалось ликвидировать более половины реестра проблемных объектов. Это, на самом деле, наверное, самое большое достижение за последние годы. Но по данному конкретному адресу действительно есть ситуация, и фонд федеральный в силу критериев принимает решение по выплате компенсации. Я попросил Павла Павловича Калычанова прокомментировать, какими именно критериями являются вот эти решения и какие планы у нас по Кальвице, а также, наверное, вкратце про те объекты, которые у нас пока еще остались в реестре проблемных. Павел Павлович, пожалуйста. У нас на сегодняшний день в реестре проблемных объектов находится 6 объектов. 5 объектов – это жилые дома, и 1 объект – это компания «Чайрон», административное здание нежилого назначения. По всем многоквартирным домам у нас уже решения приняты. Да, к сожалению, у нас по Кальвице 18, строймонтаж 2002, банкротом был признан только в середине прошлого года. Да, после этого у нас конкурсный управляющий вел работу по формированию реестра требований кредиторов. Да, и мы к концу года ожидали решения наблюдательного совета по достройке данного дома. Строительная готовность у него чуть выше 60%, да, но в конце года изменились правила принятия решений по достройке либо выплате компенсации, да, и на сегодняшний день федеральным фондом решение по достройке принимается по объектам со стройготовностью свыше 80%.
то есть не ниже 80%. Мы со своей стороны готовили ходатайство о том, что объект высокой степени готовности. Мы готовы были опережающими темпами провести работу, чтобы его достроить, но, к сожалению, решение было принято с учетом новых требований, да, и уже с 15 февраля, да, сотрудники фонда сюда в Якутск приезжают и начинают отрабатывать с участниками долевого строительства по поводу выплаты компенсации. При этом отмечу то, что та компенсация, которая была озвучена предварительно, да, она сопоставима с рыночной стоимостью квадратного метра, которая у нас на сегодняшний день имеется. По домам, которые у нас включены в реестр, у нас 3 дома проектируются, 4 дома проектируются, 3 дома в городе Якутске, это «Монолит» строит, это ЧРФК 2 дома и 1 дом в селе Чурапча. И 5-й объект, как я сказал, это Кальвица 18, и 6-й объект это у нас нежилые назначения компании «Черон». По всем понимание есть, и считаем, что в ближайшие годы мы эти все вопросы закроем. Спасибо большое, Павел Павлович. Мы продолжаем принимать звонки, мы продолжаем обрабатывать их и отвечать, самое главное, на звонки якутян. Говорите, в эфире. Браво, Браво, Ну, так-то вопроска. Алло, Игильдер. Игильдер, хангаран. Промышленность көлдетугунан басакка сулуялар гайде. Оно кантан бусеха себе камнахан олар условиятын тоқ документ анализын. Хэп, махтал. В части житель села Олба, в части трудоустройства в промышленность. Вот какие конкретные шаги можно, как узнать те условия, на которых принимают местные кадры на промышленные объекты и так далее? Программа наиболее актуальная для жителей республики. Конечно, большое количество промышленных объектов, а самое главное промышленный рост, о котором мы говорили в начале нашего эфира, просто требует продолжения и наращивания программы местных кадров в промышленность. Эта программа, она как бы разделена между 2 нашими ведомствами. Естественно, промышленность – это Министерство промышленности и геологии, которое является самым главным заинтересованным ведомством для того, чтобы наши кадры были востребованы в промышленности, чтобы они были соответствующей квалификации, соответствующей подготовке. Но, безусловно, программа в целом по занятости населения, это Государственный комитет занятости населения. Я бы попросил Елену Виссарионовну прокомментировать те успехи, которые в 2021 году добилось ведомство в плане трудоустройства кадров именно в промышленные предприятия и какие планы имеет данное ведомство на текущий год. Елена Виссарионовна Калашникова, руководитель Госкомзанятости Республики. Да, спасибо за вопрос. Он действительно очень актуален. По итогам 2021 года в промышленную отрасль было трудоустроено 11 105 человек. При этом отмечу, что более 6 тысяч – это молодежь в возрасте до 35 лет, и 2500 – это жители села. Проект у нас реализуется с 2017 года. В настоящее время у нас подписаны соглашения с 43 компаниями. Это не только промышленность, это строительная отрасль, дорожное хозяйство, энергетика и транспорт. Что нужно сделать, чтобы стать участником проекта? Прежде всего, необходимо обратиться в Центр занятости по месту вашего жительства. У нас на сегодняшний день имеются свыше 8 тысяч вакансий. Из них 60% по рабочим специальностям и профессиям. Специалисты Центра занятости при необходимости направят вас на дополнительное профессиональное образование, на обучение, на повышение квалификации под те требования, которые выдвигаются работодателем. Кроме этого, будет проведена работа по профориентации, по психологической поддержке, если это необходимо. Мы оказываем финансовую помощь при переезде, переселении до места работы и далее отслеживаем закрепление на предприятии, социальную адаптацию на предприятии, в коллективе. При необходимости, если нет опыта работы, может быть организована стажировка. Спасибо большое, Елена Виссарионовна. Мы хотели бы наших коллег попросить, чтобы все-таки к завершению блока вопросов подготовили некую статистику обращений в колл-центр, да, чтобы в заключение мы могли оперировать определенной статистикой обращений граждан. И следующий вопрос, который из колл-центра уже на готовности стоит. Говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Владислав меня зовут. Вот у меня такой вопрос есть. Когда же расселят второй или четвертый или 17-й квартал города Якутска? Спасибо. Спасибо. Вопрос понятный, опять же, очень актуальный. Хочу сразу сказать, что расселение этих кварталов предусмотрено в рамках комплексного развития территории, о которых я сегодня уже сказал, КРТ. Здесь предполагается реализация этого проекта сразу. И, безусловно, этот крупный проект является одним из ключевых для нашего республиканского ипотечного агентства. Павел Павлович, я попрошу вас добавить немного цифр, когда по срокам это произойдет и какое количество примерно квадратных метров площади аварийной будет снесено и примерно количество, которое будет построено в этих кварталах. У нас, как отмечено было ранее, да, вот, по комплексному развитию территории в прошлом году была подготовлена вся необходимая нормативно-правовая база для того, чтобы этот механизм у нас уже мог работать. Определен региональный оператор по КРТ на уровне Республики Саха-Якутия, это Республиканское ипотечное агентство. И на сегодняшний день силами регионального оператора разрабатывается 3 мастер-плана по развитию территории. Да, это у нас 3 проекта КРТ, в том числе 2, 4, 17 кварталы, которые мы в том числе разрабатываем и заявляем Федеральный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы получить финансовую поддержку. На сегодняшний день договор по разработке мастер-плана компании заключен. Мы ожидаем то, что уже во втором квартале текущего года мы этот мастер-план уже вынесем на обсуждение нашей рабочей группы на Градсовет Республики Саха-Якутия для того, чтобы уже можно было предметно смотреть, каким образом у нас будет этот квартал развиваться и какие параметры у нас будут. Но в целом скажу то, что у нас порядка 80 тысяч квадратов аварийного жилья уже в квартале имеется, которое признано после 1 января 2017 года, которое не включено в программу и, соответственно, не имеет источника финансирования. В этой связи мы, вот, ну, как я отметил, вот, будем прорабатывать вопрос для привлечения федерального финансирования. И о результатах, я думаю, можно уже к лету текущего года говорить, что мы будем иметь и какие шансы на получение финансовой поддержки. Спасибо, Павел Павлович. Мы переходим к следующему вопросу, который, я очень надеюсь, будет из числа тоже, вернее, не надеюсь, я знаю, что он будет из числа тех, которые реально интересуют всех якутян. Говорите вы в эфире. Здравствуйте, это Мария Крепцова из Среднеколымска. Я хочу задать такой вопрос. Мы постоянно видим по телевизору, что разные чиновники из Москвы прилетают, целое министерство есть по Дальнему Востоку и по Арктике. Вот что конкретно для нас, жителей Якутии, сделало это министерство? Спасибо. Спасибо. Ну, такой вопрос очень широкого плана. Конечно, Министерство Арктики, если мы берем федеральное министерство, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, то это является одним из, ну, таким, скажем, профильных министерств по точкам роста, экономического роста для всего Дальнего Востока и Арктики. Большое количество программ, которые делают это министерство, дает нам возможности для строительства очень широкого круга объектов, ведь план социально-экономического роста, единая субсидия, она дала нам возможность в прошлом году завершить строительством кардиоцентра. В этом году в данный момент, вот как раз в эти месяцы, происходит пусконаладка оборудования и подготовка к работе этого крупнейшего в республике медицинского центра, да и на всем Дальнем Востоке это уникальный объект. Кроме того, в рамках тех же мер поддержки у нас построены и другие объекты медицины, школы, вот как раз в Среднеколымске, спортзал Среднеколымский построен. Это как раз все в рамках этой программы. Я хочу сказать, что в этом году она не завершает свою работу, она будет немного трансформирована, но открыты и новые направления деятельности. В этом году стартовал проект, например, «1000 дворов на Дальнем Востоке». Это также инициатива в рамках работы Минвостока развития. Это ведомство, которое курируется вице-премьером и полномочным представителем президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрием Петровичем Трутневым. И, конечно, эти программы, которые на сегодняшний момент развиваются
развиваются, они только будут увеличивать количественно и в цифрах, и в тех результатах, которые мы на сегодня получаем. Но это не только строительство объектов, это еще и жилищно-коммунальное хозяйство. В рамках этой единой субсидии был построен в первую очередь реконструкция Нерингринского водоканала, многие другие объекты. Я считаю, что вообще в целом развитие Дальнего Востока — это прежде всего развитие инфраструктуры. И это прекрасно не просто понимают, а направляют в этом отношении нас, наши федеральные коллеги. И Минвосток развития занимается этой тематикой адресно, и это его ключевое направление деятельности. Что касается развития Арктики, именно Арктики, конечно, с тем, что у нас несколько районов были добавлены к арктическим территориям, это большая заслуга главы нашей республики. Я считаю, что это, безусловно, дало им толчок развития, ведь те программы льготные, которые сегодня есть для тех предпринимателей, которые начинают свою работу в Арктике, дают возможность реализовывать те проекты, которые ранее были просто, ну, скажем, невыгодные, невозможные. И отдельно хочу сказать, что одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Арктике, безусловно, тоже с мощной федеральной поддержкой, это строительство атомной станции малой мощности в районе месторождения Кичус, которое на сегодняшний момент является одним из крупнейших объектов развития геологической базы на нашей республике. Но это даст возможность развивать и территории, промышленные территории вокруг этого месторождения. И, конечно, в целом всю инфраструктуру арктической зоны с учетом ее вхождения в территорию Северного морского пути. Спасибо. Мы практически завершили прием вопросов. У нас прошло запланированное время, отведенное на то, чтобы обращения жителей Якутии были озвучены в прямом эфире. Я хотел бы, чтобы Марфирина Алексеева подытожила итог работы колл-центра для того, чтобы мы перешли к завершающей части нашей сегодняшней программы. Марфирина. Да, Дмитрий, спасибо. К нам продолжают поступать вопросы со всей республики, но мы подвели такой предварительный итог. Всего к нам поступило 132 вопроса. Больше всего якутян по-прежнему волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, газификации, переселения из аварийного жилья, а также обеспечения социального обеспечения и поддержки. Ну, к этому часу, я думаю, это все. Спасибо. Спасибо, Марфирина. Кирилл Юрьевич, спасибо за плодотворную совместную сегодняшнюю работу. Я бы хотел, чтобы вы поделились, самое главное, планами на 2022 год, который является знаковым для нашей республики. Это год столетия якутской автономии, так что впереди нас ждут очень и очень значимые события. Какие? Давайте от ваших уст. Ну, прежде всего хочу отметить, и это прозвучало такой красной линией в послании главы нашей республики, то, что этот год, год матери, конечно, прежде всего мы будем стимулировать развитие счастливых, благополучных семей. Поэтому в этой части наша работа в этом году должна принести беспрецедентные плоды. Все показатели в этом году, они на самой верхней планке. Ну и, конечно, дети столетия – это такая очень теплая, очень правильная и на самом деле уникальная программа, которая была анонсирована нашим главой. Она позволит, конечно же, во-первых, дать уверенность семьям, то, что их развитие, их рост – это наша общая задача. Это первое. Ну и, конечно, я скажу отдельно то, что те вопросы в здравоохранении, в образовании в этом году также имеют уникальные возможности разрешения. Мы хотим существенно сократить наши потребности и нашу очередность в образовательных местах с помощью объектов, таких крупных объектов, как строящиеся в этом году в школе в Якутске и так далее. И, конечно, задача здравоохранения. Мы хотим, чтобы наше здравоохранение в республике, оно вышло на лидирующей позиции, как минимум на Дальнем Востоке, с введением таких уникальных центров. Ну и в целом мы, конечно, были, есть и остаемся примером быстрого развития и быстрого реагирования на все наши просьбы и чаяния наших граждан. Спасибо. Спасибо всем участникам сегодняшнего эфира. В первую очередь это руководители республиканских ведомств, которые входят в блок развития экономики, который возглавляете вы, Кирилл Евгеньевич. Спасибо специалистам колл-центра, руководителям подведомственных учреждений, которые с нами были по линии ВКС. И еще раз, интерактивность нашего
сегодняшнего отчета правительства за 2021 год была обеспечена на очень-очень хорошем уровне. И это я как специалист говорю. Еще раз спасибо за совместную работу в качестве со-модератора. И следующие выходные мы продолжим отчеты правительства республики за 2021 год. Оставайтесь на каналах НВК Саха, Якутия-24 и радио Тетим. Увидимся через неделю. Спасибо. Дорогие друзья, в эфире телешоу «Телеактивно». И мы ее ведущие Ларина Сукуева и Лена Андреева. Вся наша жизнь – это общение, причем в различных формах. Мы умеем объясняться словами, намеками, мимикой, жестами и рисунками. И наше шоу «Телеактивно» – это игра для общения. Она основана на обмене идеями между игроками. Поэтому в игре используются все обычные формы общения – мимика, вербальные и графические описания. Все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. Итак, мы рады представить вам наших участников. Это Эркён Николаев, Милана Иванова и Дария Короленкова. Это первая команда! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Очень рады видеть вас в нашей студии. Эркён Николаев, студент Института математики и информатики СВФУ, будущий программист. Хобби Эркёна – пробовать все новое. Поэтому он и оказался в числе первых участников нашего шоу. Спасибо ему за это. Милана Иванова, однокурсница Эркёна, студентка ИМИ, тоже будущий программист. Помимо занятий в институте, любит читать и играть в игры. Дарья Короленкова занимается волонтерством, неплохо катается на коньках и обожает снимать на видео разные ролики. Ребята, как вы назвали свою команду? Сладкий мед. Почему? Потому что мед – это первые буквы наших имен. М, Е и Д. Ага, ну теперь все понятно. Итак, а мы просим любить и жаловать вторую троицу. Это Денис Никифоров, Уйгулана Колесова и Регина Алексеева. Ребята, здравствуйте, здравствуйте. Очень рады, что вы нашли время в своем плотном ученическом, студенческом графике и пришли к нам в студию на игру. Денис Никифоров, студент второго курса колледжа инфраструктурных технологий СВФУ. Мастер спорта по стрельбе из лука, а в свободное время снимается в рекламе. Уйгулана Колесова, студентка третьего курса Якутского финансово-экономического колледжа. Уйгулана – активистка, боец российских студенческих отрядов. А еще любит рисовать, вязать, вышивать, словом, заниматься рукоделием. Регина Алексеева, студентка четвертого курса Института естественных наук СВФУ. Признается, что увлекается всем понемногу, а еще она рисует. Ребята, прежде чем приступить к игре, мы должны определить, кто из вас стартанет в нашем шоу первым, потому как команда красных у нас всегда начинает первой. Для этого капитаны команды должны бросить наш кубик, и у кого цифра будет больше, тот и начинает игру первым. Начинаем? Кто первый будет кидать? Давайте. Трон. И это цифра 4. Угу. Денис? Ну, походу, вторые будешь играть. Ага. Итак, команда красных – это Эркён, Дария и Милана. Присаживайтесь на свой диванчик. Ребята, соответственно, на синий. Ребята, мы совсем забыли спросить, как называется ваша команда. Наша команда «Сила». Почему?
Пока мы едины, мы не победим. Здорово, здорово. Ну, посмотрим течение нашей игры. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой и бросает кубик. Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и к победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка «Телеактивно», в которой спрятался кот в мешке. Это видео-вопрос от знатоков нашей программы, учителей Якутского городского лицея, преподавателя филологического факультета СВФУ и сотрудников Малой академии наук. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Все поняли правила игры? Да. Итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой. Таким образом, определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Эркен, пожалуйста. Так, сейчас посмотрим. Кубик же кидаем? Да. Кубик кидаем. Давай. Да. Оп. Шестерочка, нет. Три. Вот. Считаем. Какой потенциальный вас клетка ждет? Так, клеточка с каким-то театром, мимикой. Нет. Сейчас нужно пока поставить, пока вы еще не достигли успеха. Значит, желтая пантомима. Подходите к нашему столику, выбираете абсолютно любую карточку и в ней ищите желтую пантомиму. Нашел. Мне показывают. Ребятам все понятно. Вы готовы? Начинаем. Итак, начинаем время. Круг. Ешь яблоко. Сэндвич. А что? Бургер. Открывает? Ты открыл банку? Что это? Открывашка. Банка. Давай по-другому. Обертка. Что это мандарин? Мандарин? Ты ешь мандарин? Апельсин. Ты ешь апельсин? Все? Открываешь апельсин. Открыть апельсин. Вкусный апельсин. Сколько слов? Ты ешь вкусный апельсин? 2. Вкусный апельсин. Я не знаю, что делать. У вас осталось 13 секунд. Милый апельсин. Если Эркен кивает, значит что-то правильно, вы на верном пути. 5 секунд. Какой апельсин может быть? 3, 2, 1. Все. Сладкий апельсин. Ты типа пытался показать, что мы типа сладкие. Ну, почти вы угадали, да. Что такое? Вкусный сладкий апельсин. Ну, у вас есть шанс вырваться вперед. Команда синих. Денис. Кидает кубик и определяет 4. Это у нас Синий. человечек синий. Значит, говорение, объяснение слова, где нельзя использовать однокоренные слова. Но можно использовать синонимы либо антонимы. Тоже вставайте в центр нашего поля. Поехали, время пошло. Туда вложите деньги. Кошелек, По-другому. копилка. По-другому.
Бумажник. Бумажник, да. Да, на 35-й секунде команда синих ничего, угадала ничего слово, и вы можете двигаться на 4 клетки вперед. 3, 4. Правильно. Здорово. Идет типа вот так. Так, команда красных может догнать и даже перегнать. Следующий, пожалуйста. Команду синих. Сначала кубик. Кидайте кубик. 4. И тоже туда же. Человечек синий получается. Да. Объяснение. Выбирайте любую карточку. Не Смотрите показывая. задание, показывая своим соратникам. Ну, короче, Это объяснение. Вы не можете использовать однокоренные слова. Можно Можете использовать синонимы, либо антонимы, да. Так, подглядим. Команда. Так, Да. вы готовы? Да. Поехали. Звезда в небе. Солнце, луна, солнце. Я держу укрытие в руке. Зонтик. От чего? Зонтик от солнца. Все, молодцы. Мы не настолько глупые. Так, и почему-то, ребята, у нас... Да, двигайтесь на 4 клетки вперед. Давай Это сдвигаем. у нас рядом с синей. Почему-то ребята у нас в объяснениях используют еще и пантомиму, да, такое совместное задание. Это Ну, жестикуляция. Правильно, как мы вначале говорили, что мы можем общаться и мимикой, и жестами, и словами. Команда синих вперед. Давайте, кидайте. Удачи. Кубик. На момент истины. Два. Это у нас раз, два. Это зеленая пантомима. Так, берете карточку. Карточку. Так. Регина, подходите к нам. Берете любую карточку, которая вам понравится, и смотрите задание. Ага, вот это вот. Это пантомима. Имейте в виду, что вам нужно будет показать, не используя слова. Становитесь в центр нашего поля. Сейчас. Поехали! 4. Кого? Что? Платье? Платье, одежда. Это фехтование. Это повар. 4. 4. 4 платья. Повар красит. 4. Работает. Осталось 20 секунд. Работает. 4. Сарафан? Фартук. Фартук. Фартук, повар. 4, да? 4 повара. 4. Уровень выше. Так, Это это горничная. 7 Горничная. секунд. Горничная! Здорово, здорово. Так, и вы вырываетесь вперед. Ставьте свою фишку, синюю фишку. Синюю фишку вперед. На ту клетку. Так, двигайтесь по змейке. Да, двигайтесь по змейке. Раз, так. Правильно. Поздравляем. Молодец. Скажите, как вы угадали, что это горничная? Мы работаем в одном заведении, там на 4-м этаже гостиница, и там горничные работают. Вот. А я думаю, что за 4? Вот эта цифра 4. Я тоже так думала, смутила, как да? Но это здорово, вы молодцы, вы молодцы. Прокат мужских костюмов в Якутске. Подберем костюм на любое ваше мероприятие. Мы сэкономим вам деньги и время. Обращайтесь. Прокат костюмов Якутск. Ждем вас. Санаторий «Парус» на берегу Обского моря в Бердске приглашает на реабилитацию после COVID-19, лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, паразитоза, взрослых и детей. Вас ожидает индивидуальный подход, диагностика, клиника детокса, комфортное проживание, вкусное и полезное питание. Мы вас ждем.
Так, ну команда красных. Дарья. Так. 5. Это 5. Так, мы где? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Рисую, да? Нет, подождите. Раз, два, три, мы же четыре, здесь пять. Зеленая. О, Так. В карточке смотрим, что там у нас под зеленой пантомимой. Не показываем своим соратникам. Вот эти поменялись. Менять нельзя. Поехали, время пошло. Ты идешь. Гребать. Поезд. Поезд идет. Да, да. Здорово, здорово. Вы молодец. На 30 секунд, да. Как угадали? Как угадала? Она идет, и поезд идет. Это случайность получается. Ну, хорошо показала, да, Дарья? Хорошо показала. Молодец. Ну, команда синих, у вас есть шанс вырваться. Надо донести. Фишка уже. Так, Ойгулана кидает на нас кубик. Подвинуть, действительно, мы совсем забыли про этот торжественный момент. Так, зеленая. Все верно. И теперь Ойгулана кидает кубик, чтобы определить свой шаг. Два. Это у нас синее объяснение, да? Нет. Правильно? Вот. Нет, они же вот. Это телеактивно, кот в мешке! Наконец-то попалась эта клетка. Друзья, я хочу вам объяснить, что те, кто попадает на эту клетку, это означает... Можете сесть пока, Углана? Это означает, что вопросы будут задавать наши знатоки. Знатоки – это преподаватели университета, это учителя наших столичной школы и сотрудники Малой академии наук. Они будут вопросы задавать из школьной программы. Но поскольку вы только недавно закончили школу, я думаю, что это не составит вам труда ответить на вопросы по математике, химии, географии, истории и даже английский язык есть. Вот. Лена, вы как ответили бы на такие вопросы, как вы думаете? Думаю, да. Почему бы нет? Итак, внимание на экран. Какими буквами обозначается серебро в таблице Менделеева? Аргентум. Аргентум. А какие буквы? Как пишется? АГ. АГ. Все верно. Вы молодцы. Даже я вспомнила химию. Можете торжественно передвигать вашу фишку в центр нашего поля. Вы молодцы. Ну, команда красных проскочила нашу каверзную клеточку. Я думаю, что, может быть, вам повезло, а может быть, нет. Нам точно не попадется. Так. Так, подождите, давайте Эркен посчитаем. Это как потенциально ваша фишка может стать. Раз, два, три, четыре, пять, 6. И вы выиграете, если вы ответите. Вот тут уже? Да, это пантомима. Вот это вот. Хорошо. Вы поняли, да? Ага. Так, в центр нашего поля. Время пошло. Поехали. Так. Рисуешь, пишешь. На листке, в тетради пишешь. Ты школьник, пишешь в тетради. Писать в тетради. Тетрадь. В тетради пишешь. Школьная тетрадь. Пишешь в школьной тетради. Студенческая тетрадь. Учебная тетрадь. Нет. Пишешь в тетради. Тетрадь школьника. Нужно гадать правильно, верно. Что первое? Тетрадь школы. Тетрадь. Ага. Тетрадь школьника. Тетрадь школьника. Все. Тетрадь школьника, верно. Да, тетрадь школьника, абсолютно верно. И давайте втроем понесем. Давайте втроем, да. А мы все уже выпишем. Здорово, ребята. Это было слишком Ну быстро. давайте, может быть, все-таки синие тоже хотят выполнить какое-нибудь задание. Команда красных присаживается уже с облегчением, поскольку она уже у финиша. Давайте, команда синих, все-таки давайте попробуем. Ну вдруг вам повезет, типа, и с нами станет. Вдруг они станут рядышком, да. И тогда победит дружба. 5 чуть-чуть. Это рядом. У вас рисование. Выбирайте карточку, смотрите. Именно розовая кисть. Вот. Вам нужно нарисовать. Нарисовать. Да.
Итак, начинаем. Круг, машина, треугольник. Треугольник, это что? Коляска. Тухта. Готовить гриль. Гриль? Здорово, Регина. Я как раз хотела вспомнить, что Регина у нас рисует, да? Ага. Да, действительно, вы очень быстро и сразу угадали. Ну, ставьте торжественно вашу фишку на клетку, на нужную клетку. Это вот розовая у нас кисть. Кисть. Вот так. Ребят, ну, какие сложности вы испытали в ходе нашей игры? Команда красных. Какие сложности? Никаких. Абсолютно никаких. Да? Мы не поняли сначала, как змейка идет. Единственное, что мы, наверное, не поняли. Так, ну а то, Потом что показывал Эркион, девочки, вы сразу все поняли? Да. Ну, вначале же мы проиграли. Надо. Ничего страшного. Вы как бы показали бы это слово, которое показывал Эркион? А что? Что было? Сладкий апельсин. Сладкий апельсин. Ну, наверное, ну, примерно так же, да. Ну, просто Команда синих. С какими сложностями вы столкнулись? Что было трудно, что было непонятно? Все было очень абсолютно понятно. Волновались? Очень интересно. Ага. Нам понравилось очень. Почему вы отстали, как вы думаете? У нас с кубиками не весло количество ходов. Да. Какого задания вы больше всего боялись? Вот, рисовать, пантомима, объяснять, либо же вот наш кот в мешке, может быть, вас смущал? Пантомима. 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 Денис, вот вам не сложно было объяснять вот свое первое задание, вот когда у вас было? По сути, нет, конечно. Все было легко. Показывать, объяснять, говорить. Ну что ж, мы поздравляем вас, команда красных, за победу в нашем шоу. Поздравляем вас с наступающим Днем студента, который вот-вот уже начнется, буквально через 2 дня. У вас есть какая-нибудь традиция отмечать ваш профессиональный праздник? Да. Студентам же делают всегда скидки, и из-за этого мы всей группой идем в кафе и сидим, разговариваем. И празднуете. Празднуем. Дарья, Милана, Эркион, может быть, у вас есть какие-то традиции, какие-то планы на 25 января? Ну, когда еще до пандемии мы, например, собирались в факультете, и получается тоже что-то похожее на чаепитие, да, что такое. Ну что ж, в этом выпуске, в этой игре победу одержала команда красных. Это Эркион, Милана и Дарья. Ребята, пожалуйста, встаньте у своей фишки. Команда синих, надеюсь, не разочарована. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. С вами были мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. И несмотря на победы и разочарования, самое главное в этой жизни – общаться вживую. До новых встреч! Котугус улус арассыллағы лауреаттара, кыйылақтара, билигин сорун омаллан атынан Саха государственной опера балет театргар, сетихилахтик үлели сылжар артистар, Петр Бучугасов, Уанна Иннокентий Огочонов, Ого састарын бир кере түгене болбут, Котугус улус конкурска кыттыларын туһунан, ихирахтик кепсен, санан ахалларын, Саха телевидениятын ханалгар, Котугус улус бириге көтүппекке көрүм истиң. Саңал оқыңыстырғы сыл тураран қарчыта мұнының. Судас Берегательный союз 2-3 сылтан ыра саналары олыққа келлерерге көмілігер. Бігеге қарчыны урдарар программа бұтығар күттіхін. Қарчыны қайдақ мұнынарға өретек бет. Сылғытын сетіхерге көмілігер анал индивидуальный программаны оңорон аған суаттан берек бет. Эрийін звездочка 1401. С 17 января по 28 февраля в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина 12, второй этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Алмаз-Сергенбанк и программа лояльности «Свои» разыгрывает 1 миллион рублей среди всех, кто оформил бесплатную карту жителей Якутии.
Достаточно совершить покупки картой жителя Якутии у партнеров программы лояльности «Свои» на общую сумму не менее 10 тысяч рублей. Возможно, именно ты станешь обладателем одного из 5 призов от 30 до 250 тысяч рублей. При этом все суммы могут быть удвоены. А если вы еще не оформили карту, то пора оформлять. Подробности на сайте АЭП. Мастерская кожгалантерейных изделий «Морал Сахатери» предлагает огромный выбор подарков из натуральной кожи. Мой стиль – Якутия. Скидки до 20% в Респекте. Мощный игровой ноутбук Asus TUF Gaming всего за 86 990. Респект. Ленина 38. Магазин «Унты здесь» объявляет о поступлении новой коллекции якутских унтов 2022. Действуют скидки. Приглашаем всех к нам. Наш адрес: Редзинского 24/6. Магазин «Унты здесь». Телефон 43 20 12. По масштабности, философскому складу содержания и образованности языка вершиной творчества Кулаковского считается поэма «Оюн Тюле» «Сон шамана». В 2020 году со дня ее создания исполнилось 110 лет. Кулаковский не просто поэт, публицист и просветитель, но и талантливый историк и выдающийся политик. Поэма «Сон шамана» — это его политический прогноз будущих событий. В поэме шаман повествует об угрозах революций и войн, засухи и голода, грозящих уничтожить жизнь человечества. Обозначаются проблемы сосуществования с другим народом. В своих предвидениях белый шаман беспокоился о будущем народа Саха. Белый шаман, беспокоясь, душой болея за судьбу народа своего, вещает: «Согнанные землепашцы несметно вдаль, в край чужой, выбиваясь из сил, вереницами в кривь и в кось в сторону якутов ехали, шли, в самый Якутск их пути вели. В край наш начали переселяться они. Когда бок о бок вместе живут кипучие